Если была бы возможность увидеться с отцом и проявить какую-то благодарность, какие-то слова, что бы вы ему сказали? Папы нет лет 20, но я маме до сих пор, каждый раз, как я ее вижу, я в буквальном смысле, я целую своей маме руки, всегда ее обнимаю, и я всегда ее благодарю за все, абсолютно за все. Я думаю, абсолютно любой человек, он бы хотел, чтобы его родители жили долго. Я не представляю своего отца старым, я не представляю его слабым, зависящим. Наверное, много слез было пролито на эту тему. Возможно, моя жизнь сложилась бы совершенно по-другому, если бы он был жив. Естественно, меня близко в политике не было бы. Я бы занималась тем, о чем я мечтала раньше. Но обстоятельства сложились так, как они сложились. Я ему очень благодарна. И в этой, и, как говорится, и в другой жизни. Думаю, если есть какой-то месседж для аудитории, кто вот посмотрел этот выпуск, может, какой-то месседж для этой аудитории? У меня бывает общение с разного калибра, количества, уровня образования, там, жизненного опыта, людьми встречи. И часто задают вопрос там про лидерство, да. Особенно неважно это, даже возраст не важен. И я часто говорю, лидерами не рождаются, лидерами становятся. И человек, который никогда не ошибался, который не падал, не находил в себе силы заново встать на ноги, такой человек не может быть лидером, потому что человек должен, ам, помимо там своего пути, у него должна быть возможность совершить ошибки. И как часто я говорю молодым, наверное, да, неважно этот, обижался ты, либо ты обижал, падал, вставал. Самое главное, ты берешь ответственность за свою жизнь. Ты берешь ответственность за тех людей, возможно, кто от тебя зависит. А, Самое главное, ты берешь ответственность за свои поступки. И вот если ты берешь ответственность за свои поступки, тогда ты можешь сказать, что нет ничего невозможного. Всегда можно найти в себе вот это вот внутренние ресурсы, а, встать и идти дальше. Сила, она не надо ее искать где-то там в каких-то идеально нарисованных картинках из социальных сетей. Или думать, что кто-то придет и должен что-то исправить в вашей жизни. Это ваша жизнь. Мгм. И только вы решаете, какая она будет, насколько, ну, как бы, сколько событий будет происходить в этой жизни. Сколько, ну, хорошее и плохое это как белая и черная полоса. Разные периоды и моменты. Главное, берите ответственность за свою жизнь. Мгм. А если мы будем сидеть и обвинять, вот у меня так сложилось в жизни, вот я хотела то, но получилось тогда, я тоже, возможно, где-то в каких-то вещах иногда сомневаюсь. Но самое важное, я беру ответственность за свою жизнь. Это моя жизнь. И только я решаю, что для меня главное и второстепенное. И только я решаю, правильно ли я иду. А если позволить страхам доминировать над вами, и потом всю оставшуюся жизнь сомневаться, а может быть, не надо было это сделать. Зачем? С Складывается как-то обстоятельства. Я просто беру и делаю. Чем дольше вы думаете, сомневаетесь, тем вы до конца своей жизни можете просидеть и сомневаться. А в случае лидерства, в случае особенно для женщины, это тоже такой сложный момент. Женщинам, к сожалению, ничего не приносят готовым на блюдечке. Как бы наши мужчины не говорили, что вам легко, вот вы женщины, вам там, там как она мне коллега говорит: "Ой, ну там вам всего лишь надо улыбнуться". Мгм. Я говорю: "Ну, эта улыбка иногда может приобретать черты оскала, да". Мгм. Такая улыбка разная бывает же. Вот. Разные ситуации бывают. Главное, берите ответственность на себя, и всё. Не обвиняйте вокруг. Там родители виноваты, обстоятельства не так, там, все вокруг плохие, депутаты плохие, министры плохие, для кого-то там руководители плохие, другого звена. Все вокруг плохие. Ну, не бывает так. Все вокруг плохие. И не должно быть, по идее, так.